Всем привет, кто смотрит видео. Я хочу на данном видео сделать небольшой такой очень краткий обзор канала Хакасская музыка. Этот канал он интересен тем, что на нем вы можете найти материалы, касающиеся именно хакасской музыки. Но здесь на канале размещены также и некоторые выступления тех музыкантов, которые приезжают в Хакасию. Но, как правило, эта музыка касается этники. В Хакасии вообще бывает очень много музыкантов, они разного стиля. Это и джаз, это и классика, это и рок-музыканты, это просто барды. Вообще Абакан такой, он хоть и маленький городок, но тем не менее музыкальная жизнь Абакана, она насыщена. Но, к сожалению, не все можно разместить и не все можно отснять, просто не успеваю. Пока я работаю только один. И поэтому хочу показать ту небольшую часть, что мне удается отснять и выставить на канал. Основная задача, конечно, зафиксировать то, что есть, то, что музыканты представляют такой широкой публике. А если мы посмотрим на раздел видео, тут есть еще готовящийся на данный момент публикация. Это последнее выступление народного ансамбля Күн Чонкөглері, народное песнопение. Это давнишний ансамбль, уже известный ансамбль хакасский. Руководитель Нина Викторовна Катаева, это хакасский композитор. Они представили концерт, и эти видео сейчас они готовятся к публикации. Далее тут есть ряд видео, они также готовятся к публикации. Это концерт «Алаш» в ноябре 2017 года. Они приезжали в Хакасию, показали уже второй такой полноценный концерт. Также эти номера готовятся к публикации. А что есть? Ну, некоторые номера «Алаша» здесь опубликованы, их можно тут посмотреть. Далее есть концерт, записанный группой Хансын при филармонии. Руководитель Евгений Александрович Улыбашев, заслуженный артист Хакасии и России. Если мы будем пролистывать дальше, то тут можно, это все пока «Алаш», некоторое выступление. Да, тут есть концерт, авторский концерт Кущунай Шарх Сайн. Он проводил творческий свой собственный концерт своих произведений. Он показывал то, что наработано им, и ансамбль Чонкөглері вместе с танцевальной группой Күнсузы они представили такую обширную программу. И, в общем-то, тоже можно будет посмотреть. Я думаю, это будет интересно наверняка. Далее тут, да, это все у нас пока идет Күнсузы с плейлистом. Дальше, что тут можно еще увидеть? Есть различные выступления детских коллективов при разных школах искусств. В данном случае был концерт Марии Сергеевны Сартаковой, и некоторые номера тут они выставлены. Вот даже тут полный концерт есть Марии Сергеевны, детские коллективы. Очень по ним можно очень хорошо представить будущее Хакасии. Почему? Будущее этнической музыки Хакасии имеется в виду. Можно посмотреть, какие музыканты, какие ребятишки играют, и что они играют, и в перспективе, что потом можно от них ожидать. Ансамбль Хазер Суг, это тоже интересный коллектив при Хакасском драмтеатре. Они также представили свой концерт, но пока на стадии публикации. Это все будет опубликовано. И тут только не по ссылке дается, надо будет, я думаю, сейчас открыть для полного обозрения. Так, что есть далее? Тут иногда выставляю некоторые номера фестивалей от Ры. Ну, тут
пару буквально номеров, не все. Можно тоже будет ознакомиться. Есть какие-то частные записи исполнителей, в данном случае на Чадхане, тут это домашнее исполнение, несколько номеров. Пытаюсь записывать и ту музыку, которую музыкант исполняет где-то вот на каких-то мероприятиях. В данном случае здесь щулпазы, выступления различных музыкантов. Это и этник, это и эстрада, Евгений Лукбашев, это Мария Янглова, это Людмила Рыштаева, ну и другие музыканты. Есть эксклюзивные записи, архивные записи, тут их на канале тоже можно с ними ознакомиться. Это материалы по симпозиуму Хакасии, которые проводили по симпозиуму по Чадхану. Записи уже давнишние, лет 10, наверное, прошло. Ну и я решил выставить их, эти такие домашние записи, можно сказать так, домашние записи, потому что музыканты играли на улице, у костра, вот видите, допустим, да, вот здесь, если мы сейчас откроем, то это записи. Вот Александр Саможиков исполняет Тахпах вместе с женой Степанидой. Далее тут есть еще материалы по экзаменам, по школьным материалам. Имеется в виду ученики музыкальных школ или колледжа, они иногда дают какие-то концерты авторские. Что они умеют играть уже к окончанию курса, в данном случае вот студентка, она проводила свой небольшой такой авторский концерт Майнагашева, если можно посмотреть, что она как исполняла. И здесь было представлено впервые концерт для Хомоса Татьяны Шалгиновой Татьяны Федоровны. Это было ее первое представление. Но было довольно интересно посмотреть, как это все разрабатывается. Далее, также тут есть архивные материалы по симпозиуму по Чадхану. Тут приезжали иностранцы, вот общение, приватное общение друг с другом. Тут интересно, можно было посмотреть, как они пробуют. De reisband is, het harmonium is nog daar, jongen. De microfoon, al de techniek. Конечно, да. De techniek. Было интересно услышать впечатления зарубежных музыкантов о хакасской музыке, о хакасских музыкальных инструментах. Это всегда как-то притягивает наших местных исполнителей. Конечно, есть номера, и я записал концерт Кущина Щарх. В данном случае, мне кажется, это очень уникальный материал. Дело в том, что это Макс. Его мама и я. Ultimate Anti-Calc. Утюг от Тифань. Кимоно Макса должно быть идеальным. К сожалению, уникальность этого выступления, этого концерта в том, что Кущина Щарх, он представил древнее искусство хакасов. Это богатырское сказание. Это единственный уникальный своего рода концерт подобного рода. Почему? Дело в том, что никто в регионе Южной Сибири подобные концерты не делает. Никто не исполняет богатырское сказание на данный момент. Я просто не видел еще, кроме Кущина Щарх. Это единственный исполнитель богатырского сказания. И он дал полный комплект, полное представление, что это есть такое. Конечно, это на самом деле уникальный концерт. И это интересное явление вообще культуры хакасов начала 21 века. Это уникальная, я считаю, уникальная запись. Вообще сам по себе Кущина Щарх, он очень интересная личность. Дальше группа Ирины Хан. Ну, чем она интересна? Дело в том, что там
солист в этой группе Тинникова Юля, и вместе с алтайцем Аржаном они, Тюденев Аржан, они вдвоем, ну, я так условно скажу, вытаскивают группу Ирины Хан какой-то на новый исполнительный, на новый этнический стиль, рок. Это можно назвать, наверное, этно-рок, если я правильно понимаю, да, то они представляют хакасскую музыку в таком стиле, в жанре. У нас нет таких коллективов, которые бы, хакасские песни, которые бы исполняли бы в стиле, в роковом стиле. Тоже интересное явление. Ирина Хан, они довольно популярны у нас в Хакасии, да и уже за пределами Хакасии их, я думаю, уже знают. Тут интересный был концерт, запись Альберта Кувезина. Дело в том, что многие его знают как руководителя рок-группы, но в данном случае он дает свой концерт в авторском единичном исполнении. Это вот творческая такая встреча у него была вот в Доме литераторов. И можно ему было тогда задать вопрос и поговорить. Тоже концерт где-то на встрече на 30 минут, по-моему, тут. Нам на 1,5 часа, да. Далее есть номера, музыкальные номера отдельных конкурсов. Ну, у нас тут проводится конкурс Алыптар, и есть некоторые номера любителей исполнителей. Тут же есть авторский концерт, если можно так сказать, нашего композитора, молодого композитора Алахтаевой Оксаны. Очень интересный был концерт, и вот записи этого концерта, они тут выставлены. Здесь и классический стиль, и этника, и отдельное произведение для фортепиано. В общем, полностью можно ознакомиться с творчеством хакасского композитора Алахтаевой Оксаны. Ну, конечно, бывают различные праздники, и особенно на Тун-Пайраме очень много музыкального исполнения. Вот я тут и пытался тоже некоторые такие вещи записывать. В данном случае одно из мероприятий, вот русские и хакасские песни. Вот Тун-Пайрам, да. Эстрадные исполнители, вот это из конкурса Отеры. Опять-таки Отеры — это интересное эстрадное направление. Развивает его Герман Танбаев, тоже интересный музыкант. Он уже, его многие знают за пределами Хакасии. Ну, есть какие-то отдельные интервью даже с писателями, которые пишут о хакасской музыке. В данном случае вот на хакасском языке есть интервью с Султреком Анатолием. Есть записи интересного Тахпахши Курбижекова Альбина Васильевна. Вот она. Это уникальный человек. Можно ознакомиться с ее тахпахами. Это тоже интересное явление на самом деле в хакасской культуре и вообще в хакасской музыке. Тут есть еще несколько записей по группе Шасханат. Тут буквально 2 номера. Это руководитель Шасханат Баргяков Игорь Федорович. Долгие годы развивает детскую хакасскую эстраду. И тоже я пытаюсь, если что, могу отснять, выставить на канал. Ну, таким образом, я выставляю сюда номера. Кстати, тут можно посмотреть опера Чанархус, кстати, ну, небольшой отрывок, не полностью. Это Хакасская филармония представляла крупный жанр, ну, вот в хакасском стиле, по хакасским материалам. Ну, таким образом, вы еще можете здесь посмотреть и другие конкурсы. Вот в данном случае опять конкурс Отеры, это отборочный конкурс. Я снимал. Здесь выступление хочу отдельно обозначить Хакасского национального оркестра. К сожалению, статус этого оркестра до сих пор он такой, ну, не подвешенный. Имеется в виду,
Музыканты-то уже собрались, они уже готовы играть, но, к сожалению, пока на уровне республики еще нет Хакасского национального оркестра. Это, конечно, печально на данный момент, вот, но пока нет, к сожалению. Ну, коллектив очень интересный, руководит этим оркестром Людмила Кирбежекова. В общем, это очень интересное явление для хакасской культуры. Почему? Потому что никогда не было такого, чтобы хакасские инструменты играли в едином комплекте, как целый оркестр. Это 25-30 человек примерно. Давайте посмотрим. Это репетиция. Нет, это выступление в колледже. В общем, вы посмотрите. Так, Отыры, этногруппа. Вот Ирина Хан выступает на Отыры, они занимают тут гран-при. Но вот такой вот краткий обзор хакасского канала по хакасской музыке. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Конечно, у меня такой опыт комментирования небольшой, но русский язык у меня не совсем гладкий. Лучше бы, конечно, рассказывать на хакасском языке, но спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До следующего видео.